Между тем, фильм «Мустафа» сегодня презентовали для журналистов. Главный герой ленты – лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Творческая группа, которая воспроизвела фрагменты из его жизни, работала над картиной 1,5 года. Подробности в сюжете. Депортация, ссылки, допросы, тюремные заключения, голод, а потом борьба за возвращение на родину, запрет на въезд в родной Крым. За основу киноленты «Мустафа» взята жизнь лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Боязнь была, что вдруг не выдержу. Потому что это было бы очень, для самого, как это, я не выдержал. Поэтому я на всякий случай всегда держал при себе лезвие. Я думаю, вдруг у меня не хватит сил, а перерезать вену все равно хватит. История в фильме рассказана самим героем Мустафой Джемилевым, советскими диссидентами, членами национального движения, историками и ближайшим его окружением. И у Мустафы, и у меня обвинительные заключения во всем национальном движении особо опасные. Он всего лишь говорил о проблеме крымских татар. Самое главное, чтобы крымские татары жили на родине. Я вышла замуж. В 1967 году, когда я стал активистом, мы почти ничего не знали вообще о крымских татарах. Режиссер фильма Ахмед Сарыхалил использовал документальную хронику и воссоздал эпизоды из жизни Джемилева, один из которых – письмо от Андрея Сахарова «Прекратить голодовку», которая длилась 303 дня. Мне снился Осирис. Я знаю. У меня нет слов переводить тебя. Но есть человек, у которого точно найдутся слова. Дорогой Мустафа, сынок, я сделал все, что мог. Сейчас прошу об одном. Твоя смерть только обрадует наших врагов. И я прошу тебя прекратить голодовку. Андрей Сахаров. Главную роль молодого Мустафы Джемилева играет непрофессиональный актер Максим Пасечник. Это его первая роль, а по специальности он кинооператор. С Джемилевым еще не успел познакомиться, но признается, во время съемок волновался. Розмова з братом, коли в тюрму до Мустафи приїхав брат, і там є момент розмови. Це, мабуть, найважче, тому що тут небагато слів і максимально внутрішні переживання від цієї зустрічі. Звичайно, я передивлявся і відео, і намагався спробувати передати і ходу, і розмову. Работа над фильмом продолжалась 1,5 года. Творческая группа, чтобы раскрыть сюжет ленты, объездила 5 стран мира, записала около 30 интервью. В фильм вошла только часть отснятого материала. Нам было очень интересно именно рассказать о Мустафе Джемилеве и через него, конечно, рассказать о крымских татарах. Да, он главный герой, который ведет нас по фильму, и через него мы говорим о народе. 90 минут вложить биографию Мустафы Джемилева, это нереально. Да, и мы выбрали, такие самые такие базовые. Депортация крымских татар, первое проявление в национальном движении, только-только, да, это тоже такой важный момент. И 303-дневная голодовка. И, конечно же, 3 мая 2014 год, когда Мустафа едет в Крым, но его не пускают, и мы попытались и заглянуть в эту часть и достаточно подробно рассказать, какие крымские татары, как они ведуть себе в таких ситуаціях. І цей матеріал зможуть потім використовувати, в тому числі дослідники національного руху кримських татар, дослідники руху дисидентського в Радянському Союзі. І власне, Вахтанг Кіпіані, наш інтерв'юер, він дуже зацікавлений в обробці цього матеріалу, можливо, в написанні іншої якоїсь книжки про цей рух, тому що матеріалу ми дійсно знімали дуже багато. Показывать фильм «Мустафа» на родине самого героя не будут, чтобы предотвратить очередные репрессии со стороны оккупационных властей, говорит продюсер фильма Тамила Ташева.
Показувати фільм на території Криму, я боюсь, що це будуть великі наслідки. Ви теж знаєте, що телеканал АТР мовить на територію Криму через супутник, ряд інших національних телеканалів мовить через супутник. Тому, якщо у людини буде, там, я не знаю, стояти супутникова тарілка вдома, то він цей фільм зможе побачити принаймні на своїх екранах. Бюджет картины $150 тысяч. Документальный фильм о жизни лидера крымских татар покажут на Большом национальном американском кинофестивале независимого кино «Санденс». Также авторы фильма надеются на массовый прокат в Украине и Европе. Эльвина Сидулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.